Хомо, хурметли миллетташтар. Здравствуйте, уважаемые друзья. Давно меня не было в эфире, давно я не записывал свои видео. Был в командировке. Сперва был в командировке в Германии. Очень долго, несколько месяцев. Приходилось разрываться между работой и, скажем так, политическими действиями, которые я осуществляю. Выкраивать время, поэтому было очень тяжело первое время. Сейчас я приехал с командировки, потом сразу же уехал в Киев в командировку, но это уже от Лиги свободных наций в рамках конференции, которая там проходила, и как представитель Башкирского национального движения. Вместе со мной от комитета Башкирского национального движения за рубежом была еще один член исполнительного комитета нашего, Айгуль Леон из Лос-Анджелеса. Прилетела прямо оттуда. Так вот, как я сказал, я давно не записывал видео, хотел бы обсудить здесь последние события коротко, потому что более длительное видео я запишу, наверное, попозже. Также я хочу вновь начать делать стримы. Хотел бы обсудить то, что в последние дни, последние месяцы война начала все ближе и ближе подходить к нам. Да, к нам, это к Республике Башкортостан, к Поволжью, к Уралу. И мы видим, что сегодня вот очередная новость пришла о том, что беспилотники пытались вновь атаковать Татарстан уже во второй раз. А до этого на 9 мая был подарок Хабирову, когда беспилотники атаковали Салаватский нефтеперерабатывающий завод, нефтеоргсинтез, да? Вот. Поэтому надо здесь сразу же осознать для всех нас, что война, вот она приближается, с каждым разом все ближе и ближе. И уже нет тех бравурных речей, которые когда-то говорил Хабиров, когда-то говорил Минниханов, что вот, победа будет за нами, мы победим, да, мы помним все это, да, в начале войны, как они все это здесь били себя в грудь. Прошло 2 года, и вот война пришла уже на нашу родину. Что должны для себя сделать, какой вывод должны для себя сделать наши башкиры? Конечно же, нужно же все-таки, наверное, уже давным-давно уже надо понять, что осознать, что все-таки это не наша война, что эта война идет за чужие абсолютно интересы, за интересы сумасшедшего деда, поехавшего деда, который сидит в Кремле. И этот человек, даже не человек, этот дьявол, да, как Руслан Сулейманов говорит, шайтафан, этот человек, который сидит там в Кремле и старается как можно дольше удержать власть в своих руках. И платит он за это ценой наших жизней, жизнью наших простых людей. Не москвичей, хотя москвичей тоже, но в меньшей степени. Потому что вот как я выкладывал на своем канале, тот самый из Башкорт, статистику, где было написано о том, что Башкортостан потерял в 4 раза больше людей, чем Москва. Это, по-моему, за апрель месяц статистика. Там было 500 погибших, официально погибших из Москвы и почти там 1900 с лишним погибших из Башкортостана. Сейчас уже число погибших из Башкортостана перевалило за 2000 человек. Хотя надо отметить, что в Москве живет 15 миллионов человек, а в Башкортостане, во всем Башкортостане 4 миллиона. То есть, да, в 4 раза меньше. Вот. Нужна ли нам эта война? Я думаю, что все уже поняли, что нам эта война не нужна, и нам не за что там гибнуть. И данные о том, что я очень часто общаюсь, скажем так, с людьми из Республики Башкортостан, мне пишут, звонят, общаемся, разговариваем, говорят о том, что все меньше и меньше людей, которые хотят идти воевать, которые уже поняли, осознали, насколько это бесперспективное занятие. И глядя на количество грузов 200, которые идут потоком в Республику Башкортостан,
глядя на количество искалеченных людей, а их обычно бывает в войне 3 к 1, это примерно около 6 тысяч человек, да, вернулось в Башкортостан калеками, инвалидами. Отсюда люди делают выводы, что никто больше не хочет воевать, даже за те деньги, которые платит Москва, платит Хабиров, а деньги увеличили, насколько я знаю, сейчас уже выплаты доходят до 1 миллиона. Но нормальный, здравый человек понимает, что 1 миллион он сможет заработать, но за 5 лет, да, упорно работая, трудясь, но в это время находясь у себя на родине, рядом со своей семьей, с детьми, живой и здоровый. А вот поехав туда, можно за месяц обнулиться, либо приехать калекой, либо вообще пропасть без вести, где-нибудь там сгинуть в полях Украины, где тебя никто не найдет, не вытащит, и будешь там гнить, съедаемый животными и птицами. Поэтому башкұрттар неме әйтергім келе. Бұл біздің хуғыш түгіл. Біз бұл хуғышқа қаршы болуға тиіспіз. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы эта война, чтобы на эту войну никто не ехал из наших, чтобы никто не поддерживал. Максимально нужно критиковать эту войну, избегать ее, осуждать тех, кто пропагандирует эту войну, мочить этих людей словесно, в комментариях везде писать об этом, да, по-всякому противиться этой войне. Эта война не наша, она нам не нужна. Наша задача, наша цель наконец-то избавиться от узурпации Москвы, перестать быть колонией, стать нормальным, независимым, демократическим, свободным государством, где будут соблюдаться права всех людей, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания. Мы можем это сделать, и мы видим, что многие страны стали сейчас независимыми, живут спокойно, свободно. Многие, может быть, не так богато, как хотелось бы им, но они живут спокойно, мирно, и, по крайней мере, никто из них обратно не хочет вернуться в состав России. Все хотят жить независимо. Поэтому Башкортостан, я уверен, с ее мощнейшим потенциалом, с умными людьми, уверен, что сможет прожить свободно, прекрасно, строя свое благополучие, экономически развиваясь, общаясь и строя союзы с любыми политическими организациями, движениями разных стран, с любыми странами мира, а не так, чтобы вот Москва диктовала, куда можно ехать, там, да, вот как Иран, там, Белоруссию, а куда нельзя ехать главе Республики Башкортостан. Да и не должен быть у нас глава Республики Башкортостан, у нас должен быть президент свой. Поэтому, башкұрттар, я предлагаю тем, кто сейчас на войне находится, все-таки подумать над тем, как можно грамотно слинять оттуда. Если не получится слинять, переходить на сторону украинцев, потому что нам нужны, это будущему независимому Башкортостану, нужны люди, имеющие боевой опыт, которые будут воевать и защищать, освобождать нашу Республику Башкортостан. Переходите на сторону Украины, всегда сумеем договориться. Те, кто не хочет переходить, просто старайтесь максимально отвынивать от этой войны, уходите оттуда как-то, прятаться, избегать, уезжать в другие страны. Но, в общем, не надо воевать за этого Путина, потому что он в любом случае проиграл. А Башкортостан в любом случае будет независимым государством. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр.